Ну вот, друзья, у нас время уже подошло к окучиванию картошки. Я сегодня хотел показать прибор, не знаю, там получится, нет, Маша, чем мы окучиваем. А Маша пока тяпкой вот решила пару рядков, пока ждем нашего помощника. Она по-быстрому тяпкой. Ну, тяпкой тоже уже нормально получается. Но это долго. Я хочу сегодня показать, как быстро и просто окучиваем этим прибором. Хотя, если честно, есть уже на канале там слегка очень, легкий такой обзор, показал в прошлом году. Маша, привет, скажи. Привет гостям и подписчикам и зрителям нашего канала. Дай. Она говорит, что далеко да не слышно, но она говорит, что концы грядок там тяпкой говорит, а потом остальное все этим прибором. Более подробно я покажу, если получится, сегодня включусь. Друзья, пришел помощник наш, и вот сейчас покажем мы этот аппарат, окучник, ручной окучник. Он вот такой, состоит из лемека, вот самой лемека. Ну-ка, Леша, поверни. Ну-ка, еще поверни. Вот это как бы сзади вид, а ну-ка спереди. Вот спереди вот такой, так выглядит этот лемек. Потом есть ручка для управления. Ручка для управления, ну-ка, боком. Там есть такое крепление. Это для походного положения. Там есть крепление и фиксирует. Такой болтик. Это уже Алексей переводит в рабочее положение сразу. Да, Леша? Да. Сразу рабочее положение он как бы переводит. И сейчас он покажет, как выглядит. Вот, сейчас. Вот. Вот это ручка управления, как буква Т. А вот эта ручка длинная, это как дышла, тяга. Тяга — одна человеческая сила. В данном случае сила Алексея. Вот так выглядит. И сейчас покажу еще. Вот эти отверстия, они регулируются. То есть наклон самого плуга будет регулировать. Но у нас уже как бы за очень много лет уже используем и как бы знаем, на каком отверстии устанавливать фиксатор угла. И вот сейчас уже потом включусь, когда уже сейчас Маша подойдет и они будут окучивать вот эту картошку. Сколько тут метров надо засечь. Очень быстро это все происходит. На улице очень сильный ветер. Я не знаю, как получится у меня комментировать это. Вот пришла Маша и первая борозда. Вот это с краю она руками делала. А первая борозда. Вот как происходит. Видите? Быстро. И сейчас у Алексея спросим еще, тяжело или нет. Как бы межрядок проходит. Вот так происходит. Алексей, скажи пару слов. Тяжело или нет таскать? Да нет, не очень. Не очень, говорит он. Но если, конечно, не будешь давить, то не очень. А если будешь Да, давить, то говорит, от там, кто рулит, зависит. Если она будет давить сильно, тяжело. А если нет, так, видите, очень быстро происходит. И от земли, конечно, Маша вон кричит, от земли, говорит, зависит. Конечно, от земли. Если глинистая почва, то тяжело, труднее. Если глинистая, то это все караул. Но все равно же это самое, окучивают же, хоть и глинистую такую. Ничего не говорю. Вот так, видите, очень быстро все.
Сейчас еще покажу вот рядки уже, как выглядит. Все нормально, видите. Картошка окучена. Буквально за минуту там. Вот так ряд выглядит сбоку. Но Маша еще иногда подправляет немножко тяпкой. Ну, ворошит, чтобы уже там около самого куста. Вот так. Иногда Маша даже тягает, да ведь, Маша? Ну, когда с Раей-то, помнишь, тягая вместе попеременно, когда они с сестрой, они меняются тоже. И тягает, и рулит, и... Вот так, вот это поле буквально там за минуту. Вот я не засекал, но я не знаю, это поле, наверное, за минут 15 вы пройдете, да? Где-то так. Да, где-то так. Хоп, Маша, привет. Опять меня будут немножко ругать. Болтун болтает, не помогает. Да я хочу просто показать, ребята. Они же не будут показывать. Если я не покажу, вот Алексей и Маша не покажут сами. А мне вот охота показать, как же можно просто и быстро окучивать, например, картошку. А без бригадира тоже дело не идет. Да, бригадир нужен. У нас ветра дуют очень сильно. Штормит прямо же. Прям штормит уже который день штормит. Буквально вот, напоминаю, буквально 15 минут вот это и это поле уже, считай, вон там заканчивает. Заканчивает. Сегодня солнышко у нас, вчера дождь был. Небо такое красивые облака, как нарисованные. Ветер шумит невозможно. Вон Маша рулит. Рулевая Мария Олеговна. Управляет. Это не первый год уже, ребят. Можете сказать, что это тяжело, можете еще что-то сказать, но это быстро, быстрые тяпки. Это поле готово. И вот это уже другое, как бы, ну, продолжение этого поля. Только в другую сторону. Вот такая грядки. Получается ровненькие, все четко. Окучник работает. Он легкий. Этому окучнику, наверное, лет 20 уже, да, Вад? Да, лет 20, наверное, уже. И все, служит верой и правдой. Ну вот, последние штуки вот этого данного участка. Ну, от силы, наверное, заняло, я не знаю, наверное, минут 20 чего. Вот такой хороший участок. Что-то Алексей серьезно рассказывает.
тянет и рассказывает что-то серьезное. Алексей, что рассказываешь? И мы потом сейчас с Алексеем еще по размерам четко покажем. Может кто-то захочет сделать этот такой окучник для себя. Покажем, сколько там лемех размер, угол примерно какой, длину ручек и ширину лемека. И все. Сейчас приблизительные размеры покажем этого окучника. Вот, например, высота ручки управления. Сколько примерно? 93 с этой. Ну, вместе, грубо говоря, там 90 и потом эта трубка. 91 сам стержень и ручка еще 2 сантиметра. Двойка. Вот вы слышали, 91 ручка и не ручка, а вот эта стойка и поперечная. Ну, в общем, 93, да? Да. В общем, получается 93 вот это управление. Потом тяга. Тяга сколько примерно сантиметров. Может, кто-то решит и сделает для себя. Это же очень просто. 223. Ручка для тяги 223. Ну, это, наверное, там миллиметры несущественные. Ну, мы говорим, как у нас. 223 получается длина. Дальше. Вот такое на ручке управления сваренная регулировочная пластина такая. С отверстиями для болтов, для ручки, для тяговой ручки, которая регулирует угол такой наклона этого, угол наклона лемеха. Где-то 10 сантиметров. 10 сантиметров. 10 высоту. 10 на 10 квадратик такой. И приваренный он к этой ручке, вот этой ручке. Теперь сам лемех. 20 сверху. Ширина отвала где-то 20. А длина до кончика лемека Это будет 23,5. 20. Не 23, 33. 33,5. И ширину еще этих двух крыльев отвалов. Двух отвалов ширину еще. 26. 26. Ширина вот этой части двух отвалов. Промежуток, то есть. Не знаю, как я правильно смог ее объяснить. И что еще? Вот еще такой он не прямо идет, вот этот лемех. Ну-ка подними, Алексей, чуть-чуть. Он бы не прямо идет, он чуть-чуть загнутый вверх. Вот так выглядит. Примерный размер дал. Это все делается из трубы, обыкновенной трубы, и материал для лемеха отвала потверже какой-нибудь можно найти. Где-то миллиметр. Да, миллиметровый. Толщина там больше, наверное, миллиметрового. 1,5 миллиметра, грубо. Но он сам по себе твердый материал для лемеха. Ну вот так показали. Ну-ка еще вкратце покажи, как он выглядит. Угол примерно не 90 градусов, где-то, наверное, чуть больше, да? Где-то на градусов. Вот угол между тягой и рулевым трубой где-то отрегулировано у нас, где-то, наверное, градусов 100, так, да? Но больше 90. Да. Вот так он выглядит, этот аппарат. Не знаю, как снимаю, потому что бликует солнце. Вот так. Все, у нас там закончили. Остальная картошка еще мелковатая еще, и не будем окучивать пока. И опять походное положение переводится на раз-два ручка. Болт открутили с регулировочной пластины, вытянули, сложили и обратно болт на место закрутили. И все.
И опять будет ждать. Ну, там у нас второй участок есть. Подойдет через пару дней время окучивать. И опять Алексей поможет? Давай. Могу, конечно. Поможет. Ну вот, вкратце, такое короткое видео. Или может еще что-нибудь добавлю сегодня, но я хотел показать вот этот окучник, данный окучник. Окучник плуг ручной, на ручной тяге. Вроде нормально. Ну, я бы посоветовал. Некоторые говорят, что он плохой, картошка. Ничего подобного. Сколько лет окучиваем, также и получаем картошку. Если вокруг нету ни у кого не урожайный год, нету картошки. Если урожайный год, то и у нас, то есть окучник работает нормально. Вот так. Все, что хотел насчет окучника, показал. Вот так.